Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами сегодня Старта Сантья Тара. И мы будем делать расклад на тему «Кто я для него?», что я для него значу. Итак, как обычно из видео в видео говорю, плейлисты все в вашем распоряжении, все последние новиночки в описании к этому видео будут. Пожалуйста, смотрите, любопытствуйте. И вот совсем скоро на днях, где-то среда-четверг, выложу уже обещанные расклады по знакам зодиака. Прогнозы будут на февраль месяц. Ждите, кому интересно, и смотрите тоже, кому интересно. Там много, я думаю, будет интересно. По крайней мере, на это надеюсь искренне, что вам понравится. Итак, выбирайте свой вариант. Переходим к первому. Итак, первый вариант. Смотрим вас. И вопрос, что вы для него значите, кто вы в его жизни. Ну, тут множество вариантов, вариативность такая большая. Первый. Вы для него такой вдохновитель. Вдохновитель, чтобы действовать, вдохновитель, чтобы расти, двигаться вперед. Вы для него вот как некая такая сила и некая путеводная звезда, которая его направляет и которая его подстегивает, подталкивает к движению вперед. Но и в то же время это ему дается нелегко. Вот это движение за вами, постоянная гонка за вами, да, за вашими желаниями или за вашими стремлениями, или к тому, к чему вы его подталкиваете, вот это постоянное движение, оно дается ему совсем нелегко. Ему приходится постоянно работать и физически, и морально, и эмоционально. Этот человек рядом с вами растет, этот человек рядом с вами накапливает знания, накапливает энергию, накапливает опыт. Вы для него такой некий учитель. Также здесь вы для него человек, с которым ему легко и комфортно, рядом с которым он может быть самой собой, может быть сильным мужчиной умным, а может быть ребенком и дурачиться с вами, и балагурить, и знает, что вы всегда это поймете и примете, и будете воспринимать это легко, да, без всяких издевок и либо обид. Также вы для него дама такая достаточно красивая, притягательная, сексуальная. И в то же время дама, за которой, как я уже говорила, да, ему приходится гоняться, ему приходится постоянно вас завоевывать, доказывать вам, что он мужчина, что он добытчик, что он хороший муж, семьянин, любовник, друг и так далее и тому подобное. Вы для него некий, опять повторяюсь, учитель, еще и, знаете, вот некого такого духовного, что ли, уровня. На уровне эмоций, на уровне интуиции, на уровне энергетики. Он даже вот эти флюиды, эти волны, исходящие от вас, тоже воспринимает, чувствует. И для него это тоже опыт, для него это тоже обучение в вашем лице. Также вы ему даете постоянно возможность, знаете, вот обновляться, как вот некий этап в жизни есть, он по нему идет, он на нем растет, развивается, узнает что-то новое, двигается вперед, и потом каждый этап у нас, да, подходит к концу. И тут когда у вас происходят некие трансформации, когда у вас происходят некие перемены, эта дама всегда рядом, и он вам доверяет, он знает, что вам можно довериться, и вы его поддержите, поможете, и будете рядом вот в момент некой трансформации, в момент некого такого перерождения, да, когда человек меняется, и его границы, его мировоззрение, оно расширяется или меняется. И в тот момент, да, вы тоже всегда рядом, вы тоже его принимаете, понимаете и поддерживаете. Также, смотрите, вы даете ему какой-то вот постоянный некий толчок к движению, постоянный. Он к вам относится достаточно с уважением, с благородством.
Он видит в вас даму умную, видит в вас даму достаточно такую, знаете, вот тут у нас карта Луна и карта Звезды. Вот тут намек, что вы, дамы дорогие, занимаетесь какими-то практиками, эзотериками. Две карты, они еще выпали рядом, просто я так сложила, чтобы вам было лучше видно. И тут, скорее всего, даже вот этими своими делами, да, чародейскими, либо прогностикой занимаетесь, тоже картами, этим вы тоже ему помогаете, этим тоже его поддерживаете, этим вы его, как говорится, страхуете, подготавливаете к тому или иному событию, которое может произойти в его жизни, да, то есть вариативность вы ему всегда можете рассказать, предоставить и дать ему пищу для размышлений. Тут тоже у вас интуиция, и если правда занимаетесь эзотерикой, то все вот эти вещи, да, что мы понимаем под словом эзотерика, ему тоже помогают и дают ему страховку некую по жизни во всех отношениях. Ну и, конечно, тут человек понимает, что дама, которая рядом с ним, ему надо расти, ему надо двигаться, чтобы быть вместе, чтобы быть рядом с вами. То есть вы такое ощущение, знаете, что не потерпите скуку, не потерпите такую вот стагнацию. Вам постоянно нужен рост, постоянно нужны знания, новые какие-то впечатления, новые эмоции, и он будет за этим тянуться к вам, будет за вами тянуться, будет за вами идти и будет развиваться, смотря на вас, чтобы соответствовать вам. Тут такой мужчина-трудяшка, но трудяжка такой из-под палки, я бы так сказала. Но если трудится, то результат у этого мужчины всегда есть. Вот такой у нас был, дорогие мои, вариант номер 1. Я всех поздравляю. Сегодня Старый Новый год. Пусть он принесет тоже как и по новому стилю только чудеса, только счастье, только любовь, гармонию, красоту, удачу, благополучие, не знаю, богатство, достаток. В общем, все то, что вы хотите, все то, о чем вы мечтаете. С вами была Астарта Сантея. Пожалуйста, от вас жду обратной связи. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки, смотрим вас. Кто вы для него? Вы для него в первую очередь, конечно же, дама сердца. Выпали такие страстная карта, я ее прикрыла. Прям сами видите, да, огонь огненный. Вы для него в первую очередь, конечно, дама. Дама, партнер, друг, соратник, который его вдохновляет, который его возбуждает, которая вдохновляет и возбуждает во всех отношениях, да, вдохновляет его на какие-то действия, вдохновляет его на рост. Ну и в интимном плане тоже самое можно сказать. Вы для него друг и помощник, который всегда рядом, который поддерживает его какие-то, не знаю, легкомысленные поступки, что ли, такое вот балагурство, ребячество внутреннее, его внутреннего ребенка вы поддерживаете и даже можете вместе с ним побалагурить, подурачиться. Также вы даете ему возможность роста, как внешне, да, не знаю, там по карьерной лестнице, либо у него бизнес развивается, либо что-то вот связано именно с финансами, с работой, с реализацией его как мужчины в плане добытчика, в плане его успешности. И в то же время вы ему даете силы и энергию расти и как бы помогаете ему в этом, даже не осознавая. Даже неосознанно вы даете ему пищу для размышления. Он, может быть, и сильно не акцентирует на это ваше внимание, но все равно вы таким образом делаете его более цельным, делаете его более мудрым, делаете его более таким зрелым мужчиной. Да, конечно, не все так гладко, не все так,
ну вот лучшее слово, наверное, подобрать здесь гладко. Да, он добивается многого, добился многого, но все равно вот этот внутренний ребенок, да, у нас 3 карты, даже 4 показывают у нас мальчика, ребенка, то есть все равно он в душе, внутри остается тем самым мальчиком, тем самым ребенком, которому нужна забота, которому нужно внимание, за которым нужно ухаживать, за которого нужно холить и лелеять, которого нужно баловать. И он любит все эти приятности в его сторону. И это ему даже в какой-то мере необходимо. И вы, скорее всего, ему это и даете. Вы можете быть разные. Вот знаете, как 3 лика богини. Девочка, женщина и старуха. Вот здесь вы можете выступать, видимо, во всех 3 ипостасях, потому что у нас такие карты и выпали. Смотрите, тут у нас страсть, да, тут у нас как бы друг, подруга, и вот тут как мать, которая может согреть, которая может обогреть, успокоить, облюбить, целовать и вот прям пылинки с него сдувать. В общем, первые 2 варианта схожи, но ваш, он более такой вот, тут виден больше контраст между вот этой зрелостью и взрослостью мужчины и в том, что на самом деле внутри-то он ребенок, и ему зачастую нужно показывать, направлять его, давать вот прям четкие указания, куда двигаться. Да, у него есть определенные представления, да, он примерно представляет, как идти, он знает конечный результат, чего бы он хотел добиться, что хотел бы получить в конце этого пути. Но как этого добиться, пока что он не видит четко, но вы ему этот путь просвещаете. Также Ленорман у нас показывает, что вы для него, опять же, друг, и тот человек, он воспринимает вас как человека, который ему дан, вот не очень люблю это слово, но вот как по судьбе, что вы даны ему вот мирозданием. И он иногда даже не верит в свою удачу, в то, что так получилось, что вы встретились на его пути. Это первое. Второе, конечно же, здесь вы для него, как я уже и сказала, учитель и такой подсказчик, как такая удача. Причем он рассматривает вас как партнера, любимую женщину, да, с которой он будет вместе долгое время. У нас, смотрите, у нас и карта крест, она такая достаточно тяжеловесная, и еще и карта время выпала. То есть он понимает, что эти отношения, эта связь, она надолго. И здесь в этих раскладах, да, в этих вариантах я не рассматриваю, например, отношения, которые в ссоре или в тяжелых каких-то ситуациях. Нет, вот просто даже если вы и уже не вместе, в любом случае этот мужчина о вас вспоминает, этот мужчина о вас думает, потому что у нас карты такие достаточно говорящие. Он даже вот вспоминает, даже вот вплоть до каких-то мелочей думает о том, как вы были вместе. Вот если это для тех, кто, например, в ссоре или в расставании, да, в любом случае, опять повторяюсь, в мыслях своих он вас содержит. Да, может быть, он для себя закрыл уже эту главу в жизни, но еще не до конца. Для этого нужно время, для этого нужно терпение, чтобы все это пережить, чтобы все это переварить. Но как бы то ни было, как бы сейчас вообще у всех у вас отношения не развивались, эти отношения останутся в его душе надолго, в его сердце, в его мыслях. В его воспоминаниях они останутся надолго, он будет вспоминать, он будет периодически к этому возвращаться, к тому, как ему было с вами, какие отношения связывали его и вас.
А для тех, кто вместе, тут однозначно вы, как я уже говорила, такой учитель, такой подсказчик. Вот для него удача. Человек, с которым он готов идти дальше. Человек, с которым можно и в огонь, и в воду. Он вас так и видит, так и представляет, так и осознает вас для себя. Человек, ради которого, как говорится, он готов и горы свернуть. Человек, ради которого он может долго и упорно что-то делать, чтобы добиваться желаемых результатов, чтобы быть наравне, чтобы идти с вами нога в ногу, чтобы быть достойным вас. Как бы сложно ни было, все равно он считает, что ему хватит сил, ему хватит времени, хватит терпения и, самое главное, ума, чтобы добиться желаемого, чтобы вы были вместе, чтобы вот покорить вас. И, дорогие дочки, это был второй вариант. Здесь у нас уже и присутствует и страсть, здесь у нас присутствует и дружба, тут у нас присутствует взаимопонимание. В общем-то, хороший вышел вариант. Прекрасный, красивый, огненный. Поздравляю вас со всеми праздниками сегодня, Старый Новый год. Еще раз пусть он принесет вам чудесный, прекрасный, красивейший, наполненный и любовью, и гармонией год, да, новый 2020. И, конечно, будьте счастливы, берегите себя, любите себя, балуйте себя. Это была Астарта Сантье. Всем всего самого хорошего. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я перехожу к варианту номер 3. Ну что, третий вариант, смотрим вас. Кто вы для него? Вот знаете, троечки, такое ощущение, что вот мужчина рядом с вами опытный. У него были какие-то до вас болезненные достаточно отношения, которые привели его к тому, что он был долгое время в поиске той женщины, той девушки, ну вот желанной, да, той самой. И в вас такое ощущение, он ее и нашел. Вы для него как результат всех его метаний, всех его терзаний, всех его каких-то болезненных моментов в жизни. Он получил наконец-таки свой приз, свой, как сказать, Господи, вылетело с головы, в общем, ладно, получил в вашем лице результат своих терзаний. Потому что, смотрите, у нас выпала карта всадник, ваша карта бланка. То есть вы для него важны, вы ему нужны, он о вас думает. В общем-то, вы сейчас в его жизни играете такую главенствующую роль. Потому что он понимает, что вот без вас пока никуда. И вы дали ему возможность жизнь изменить. Дали ему возможность, скорее всего, жизнь жить той жизнью, которую он хотел. Но смотрите, сейчас вернемся к метафорическим картам, но последняя карта, да, как результат того, хочется ему, чтобы вы были только его. Хочется, чтобы вы вот сидели заперти, хочется вас закрыть, чтобы никто никогда вас не обидел, чтобы никто никогда вас не нашел, чтобы вы были только его, чтобы вы были вот трофеем. Чтобы вы были его трофеем, таким самым желанным, самым долгожданным, самым дорогим в мире. Вот наконец-таки он получил такое ощущение, что он выпускать вас никуда не хочет, хочет быть постоянно с вами, и чтобы вы были только с ним, чтобы вы были только для него. Метафорические карты у нас говорят о том, что долгое время он был в поиске, и все было не то, и все было не так, и ему казалось, что уже из той кутюрьмы, из той жизни, в которой он жил, да, были у него дамы, вот тут по этой карте мы видим, что дамы были, и не одна, но все было не так, и все было не то. В любом случае, карты нам говорят о том, что он не находил в прошлых отношениях того, что ему нужно. И
От этого, ну, как знаете, вот был у него такое вот некое депрессивное состояние, когда человек страстно желал, страстно хотел, чтобы наконец-таки в его жизни появился тот самый человечек, который будет именно его, который будет его понимать, который будет рядом, который будет ему партнером и соратником, другом, любовницей, и опять, Господи, опять, и так далее. И в какой-то момент, знаете, даже мужчина эту веру потерял. И уже как бы подумал, ну, скорее всего, не бывает таких в жизни, и ладно, буду искать дальше, но вера уже, она у него ушла, вера уже пропала. Но произошло чудо, и поиски увенчались успехом, и он наконец-таки встретил ту самую. Вот они, вы у нас выпадаете. У нас последняя карта, как результат, да, к чему все идет. Вот идет к тому, чтобы, и судя по Ленорман, у нас тут карта схожа, что вот мое и все, не отпущу, не отдам, не выпущу, буду держаться, буду держать, и баста. Мужчина достаточно таким с хорошим болезненным опытом, поэтому может и сейчас, на данный момент, по крайней мере, быть очень ревнивым, не позволять многих вам вещей, не допускать, ну, либо допускать, но ого-го, как следить и проверять в соцсетях, может вас одну куда-то не отпускать, только там пойдешь с кем-то в сопровождении там, мамы, сестры, бабушки и так далее и тому подобное. В общем, и вот такие реакции тоже у мужчины могут быть. Вот такой вот, дорогие мои, вышел третий вариант. Я желаю вам счастья, конечно же, благополучия, достатка, красоты, любви, гармонии, процветания. Любите, берегите, балуйте себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена только самыми прекрасными, самыми чудесными, волшебными моментами. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И не забывайте смотреть новые видео. Всем пока-пока.